Судя по количеству обратившихся с заявлением на получение единовременной выплаты за счет средств материнского капитала, эта правительственная мера поддержки востребована и набирает популярность. Если на 1 августа в отделении Пенсионного фонда за выплаты обратились 692 тысячи российских семей, то за 10 дней их количество выросло на 150 тысяч. Воспользоваться дополнительной мерой господдержки решили и 477 сибайских семей. Процедуру как единовременная выплата сперва была в 2009-2010 годах, это по 12 тысяч рублей, потом в 2015 году была по 20 тысяч рублей, и вот с 2016 года введена такая мера государственной поддержки, как единовременная выплата 25 тысяч рублей. То есть эти средства могут использоваться родителями на любые цели. Ну, понятно, что в первую очередь направлено на, скажем так, содержание детей. Данная мера государственной поддержки молодых семей начала работать с 2007 года. Вот за этот период у нас в Сибае обладателями государственного сертификата стало 4337 семей. В настоящее время выдача части маткапитала на руки идет полным ходом. Потратить эти деньги можно на любые нужды. При этом Пенсионному фонду не нужно сообщать, как семья планирует распорядиться этой суммой и предоставлять какие-либо справки. Подать заявление на получение единовременной выплаты можно, обратившись непосредственно в отделение Пенсионного фонда, в многофункциональный центр, также посредством единого портала государственных и муниципальных услуг через сайт госуслуги. Срок рассмотрения, скажем, от каждого заявления, он где-то в среднем 2 месяца, потому что месяц идет на межведомственный запрос. Вот мы делаем запросы, допустим, в органы внутренних дел, да, то есть, соответственно, делаем вопрос и в отдел по опеке, попечительству при администрации города, делаем запросы в земельный комитет, в архитектуру, особенно когда человек начинает строиться, да, семья. Потому что надо точно выяснить, все-таки действительно земельный участок принадлежит им или же это какая-то фикция. Поэтому на вот эти запросы, ответы требуются где-то в среднем около месяца. Луиза Мустафина, Радмир Исюнгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.